Наша программа продолжает знакомить вас с многодетными семьями. На этой неделе наша съемочная группа съездила в деревню Молвино Зеленодольского района. Там живет семья Булюхиных, которая воспитывает 7 детей, 2 из которых приемные. На этой неделе у этой семьи был двойной праздник. В деревенской школе прошел последний звонок, сын Альфис закончил 9 классов. Ну а под занавес недели для многодетной семьи наш телеканал устроил свой сюрприз. Как это было в репортаже Эльзиры Юзаевой. Деревня Молвино в татарском варианте звучит как Мулла, или, по преданию, человек по имени Муллагыл приехал сюда и основал эту деревню. Это было почти 800 лет тому назад. И за эти годы численность населения, конечно же, менялась и не раз, но никогда не достигала какой-то критической отметки. Все это благодаря тому, что Молвино всегда славилась своими многодетными семьями. 3 ребенка в семье здесь это скорее правило, нежели исключение. Это было похоже на сказку Андерсона про диких лебедей. В деревне Молвино жила многодетная семья. Алсу Булюхина, как принцесса Элиза, росла одна среди своих 4 братьев. Но страшная трагедия оборвала их жизнь в один миг. Все 4 брата погибли. Алсу осталась одна. Спустя годы она для себя решила, что в опустошенном от страшного горя доме будет звучать радостный смех и лепет детей. Они стали ее отрадой, они утешили ее мятежную душу. 5 своих детей и 2 племянника, оставшиеся после гибели братьев-сиротами, стали для нее родными, своими и любимыми. Менің просто 4 малай, 1 қыз. Мына анарысым мен шу тілегімде болды. Менде әнекі бек 4 малай, 1 қыз табам деп. Пока қыз топмайым, тоқтамайым деп сөзлерім болды өзіме. Құдай тағала берді 4 малай и 5-сінде 5 қыз берді. Михаил Булюхин учится в 8 классе. Руслан закончил 4. Венера еще только пойдет в школу. Самая старшая дочь Аделя учится в городе. На руках у Алсу маленькая Аза. Все большое семейство Булюхиных в школе. Самого старшего сына Альфиса отправляет в большой путь во взрослую жизнь. Булюхиннарның 2 баласы да миндә укып чыкты. Олар бер атага кирә торганда миңа кирергә тора исән булсак. Бик тәртипле, бик ярдәмчел гаилә олар. В деревне семью Булюхиных знают хорошо. Все дети воспитанные, порядочные, живут душа в душу. По словам Алсу, она не помнит, чтобы ее дети заставили ее краснеть перед соседями. Признается, что ни разу не повысила на них голоса, она ни разу не подняла на них руку. В семье царит порядок и дисциплина, дети все понимают с первого слова. Она гордится тем, что смогла с мужем воспитать их примером для всех. Олар меңа булышалар, Аллаға шүкір. Әйткен сүзләремне тыңлыйлар, қопма қаршы сүзләр дәшмиләр. Әйткен сүзләремне тыңлыйлар, шуңа күрә мин пока тыныш ул яклар белән. Үкенмим дә 5 бала тапканга, Аллаға шүкір. Жизнь в многодетной семье, конечно же, непростая, где и внимание, и контроль, и средства нужны в разы больше, чем в семьях с 1 или с 2 детьми. Потому многодетные семьи всегда нуждаются в поддержке со стороны. Не так часто им приходится бывать в Казани, а тем более посещать аквапарк или кафе. Этот приезд для семьи Булюхиных, организованный в рамках телевизионного марафона в объективе ТНВ «Большая семья», стал настоящим подарком. Сертификаты и смартфоны от спонсора Теле2, организованный прием в кафе «Бабушкина сковородка», по сути, это и есть то внимание, которое так необходимо многодетным семьям. Выходим, конечно, получается, часто не выходит по причине того, что это самое, не получается на чем детей вести. Машинка маленькая у меня, большой нету. Вот дети меня любят отдыхать, развлекаться, особенно в аквапарке купаться. Вообще хорошо любят отдыхать. Как бы ни было сложно порой, подрастающие дети, по словам Алсу, это, несомненно, опора для родителей, их будущие надежды и чаяния на счастливую и благополучную жизнь. Она, как принцесса из сказки Элиза, через годы, через боль и страдания обрела с ними свое счастье и покой. Эльзира Юзаева, Хамид Шамсеев и Игорь Романов. 7 дней.